Всем привет! Идем на Ивановскую ярмарку. На улице всего плюс 15 градусов. Поток, конечно, больше идет в ту сторону, но уже и обратно идут. Машины уже пошли. 29-й, 29-й, о, Республика Коми. 11-й. Это бабушка или дедушка? Бабушка, о. Музыка уже играет. Первая лошадка украшена, как будто рыцари. А тут, смотрите, маленькие лошадки. А, вон мини. Сколько миллиметров? Пойдем подойдем, мне кажется, она как будто не настоящая. Что это за красота такая? А, с мини-каретой даже. Ничего себе. Это что за порода такая? Оно прямо пятнышками. Ничего себе. Ты живая? Настоящая. Ай, какая миленькая, да? Сыктывкара, наверное, А, Сыктывкара? Верблюд тоже приехал? Да. Мы ходили к нему в гости. Лошадка Слушай, а там другой был верблюд. Сцена уже готова, зрители уже сидят. Здесь у нас торговые площадки. Уже кушают шашлыки. Здравствуйте. Ой, сколько пузырьков. Мы сейчас встретим колонну. Сейчас как раз кто будет выступать на празднике, они вот колонной-то и должны шагать. Там. Мелкие, да. Как выпускает-то ежу. А, вон впереди мальчик идет. Вот там кто-то пускает. Шляпка сколько? Вот. Привет. Ой, уже идут, не успели. Может, на ту сторону пойдем? На ту? Где-то гости. Леночка, Лена. Какие красивые тут
101 год Ленскому району. Время летит, время бежит. Эти года также прибавляются и у каждого из нас. Конечно, это наводит на мысль, чтобы лучше, больше позитивную сторону и объединения мы смотрели, чем на какие-то распри, разъединения. Вчера был юбилей Яринской школы, 220 лет. Вчерашний замечательный праздник как раз и показал, что все выпускники, педагоги, ветераны собрались и были единой семьей. Я думаю, все, кто участвовал, и даже те, кто слышал об этом празднике, почувствовали это. Я пожелаю всем такого же единения, такого же ощущения большой дружной семьи. С праздником, дорогие земляки! И у меня есть очень ответственная миссия зачитать сейчас приветственный адрес губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского. Уважаемые участники и гости Ивановской ярмарки, уважаемые яринчане, сегодня гостеприимная земля Ленского района снова принимает Ивановскую ярмарку в старинном Яринске, где история и традиции глубоко вплетены в повседневную жизнь. И дух северного края живет в каждом доме и в каждом сердце. Ивановская ярмарка – неотъемлемая часть этой многовековой традиции. Она соединяет поколения, способствует сохранению народных промыслов, раскрывает богатство северного ремесла и щедрость русского характера. Желаю участникам ярмарки успешной работы, плодотворных встреч и добрых дел, а гостям ярких впечатлений, новых открытий и теплых воспоминаний. Пусть этот праздник наполнится живой историей и народной мудростью, станет для всех источником вдохновения. Дорогие наши соседи, от имени всех жителей Коряжмы я передаю вам привет и поздравляю вас с вашим днем рождения. Также разрешите вам передать наилучшие пожелания и процветания, жить в достатке, быть с работой, здоровья вам, вашим близким. От имени Алексея Алексеевича Берсеневского, директора филиала АО «Группа Элим» в городе Коряжме, и Лобанова Дмитрия Николаевича, директора лесного филиала в городе Коряжме. Процветайте, живите. Александр Евгеньевич распорядится им, да, и назовет учреждение, которое получит Илим, награду. директор Илим. Эти 50 тысяч рублей. Большое спасибо, Юлия Александровна. Да. Здесь даже сомнений нет, кому-то сертификат достанется. 220 лет нашей Яринской школы. Поэтому этому учреждению сертификат и передается незамедлительно. Спасибо большое. Сегодня состоится премьера песни про Ленский район. Слова и музыка уникальные, созданы работниками учреждения культуры, Дома культуры нашего. Все, я думаю, вы все это услышите. А наши гости веселыми! С праздником, Ярин!
про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Для меня святая Русь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Арсень Мастеров. Здравствуйте. Лена Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Жилетку на продажу. Да я не буду брать! Уеду! Так, а вот оба мужчины зашли правильно? Да, шлем до сюрприза. Вот, держи за эту ручку. Так, коня перевернуть надо. О! Подними щит. Щит подними. Ай, Коля защитил. Красота. Саша победил Змея Горыныча и спас свою семью.
Стойте, господи, смотрите. О, я нашла фотозону для вас. Вы очередь вступаете? Да. Да не сокорода. Сойкинская. Вот это красивое, да? Ну хорошо, папа нашел себе фотозону. Они довольно хрупкие, некоторые элементы, поэтому довольно хрупкие некоторые элементы, поэтому Что, опять сядем? Да. Папа нашел фотозону, всех ждет. Смотри, как красиво-то. Что там? Что выбрали? Брелочек. Покажи, Лен, что выбрала-то. Покажи. Смотри, как красота. Киску. Ой. Ага. Да, сейчас. Все, я вас буду. Ой, прямо как наш сенокос. Только у нас еще тормоза были. О. Давайте сначала без нас, а потом... Да, вы завидуете. А, Лен, ну иди завидуй. Вы завидуете сюда. Где Таня тоже садись? Не видно. Вы завидуете. Вот так, а ты в свидание? Да, до свидания уж еще пока. Ты же на свидание пришел. Мам, ты там на концу Лена смотрит. Снарядилась на сеновал. Давай. Давай еще с вами. В офисе натрудилась, работы тьма, надо отдохнуть. Хорошо в деревне. Сумочку-то не зря взяла. Сейчас картошечку А сзади грабли-то будешь брать? А огурчик насобираю, лучок насобираю и обратно на работку. А теперь фото, просто фото. Ручку можешь. Сиди. Быстренько, девочки, все.
Скорее, скорее, что-нибудь возьми, кружечку или что хочешь, яблочко. Вот. Можешь ложку взять. А, это раскрашивать, да? Ты хочешь порасспрашивать? Цветочек? С праздником село родное! Ивановская ярмарка. Добро пожаловать! У библиотеки тут всегда фотографии. Не знаю, новые или те же самые. Сейчас будем искать опять себя. Тогда мы нашли на 7 фотографиях. Ваню еще нашли. Угу. А, они, видишь, заламинированные. Может быть, и прошлогодние. Сейчас увидим. Ой, что вот это? Вот мы нашли. По крайней мере, я не помню. Вот. Ваня. Так подожди, вот так-то их тоже учительница, если... Быкова. Это Тома устраивает. А, нет, не так. И с той стороны. А, вот наша. О, 2 фотографии наши. Ты там есть? Да. Где? Покажи себе. А, ну да. И вот. Да, вот мы маму нашли. А, это еще Ольга Ваня. Николаевна, смотри, такая. А, или это не Ольга Николаевна? Какая буква, да? Что-то больно молоденькая. Вроде же мы у нее первые были. Может, она тут тоже училась? И Ваню засняли, и маму, и папу. Это, наверное, 11 класс. Или, тут Даша, или 9. Не понимаю. Понятно. Ничего себе, тут красных. Ага, Девочек. договорились. Все время на глаз. Если я даже ребенком была... 1 год, да, в 91-м все развалилось. Так ты вспомни, в 91-м ты как... Я План города, видишь, написано? А тут первый буква. Что, это библиотека ведь, да? Земская управа. Да, вот библиотека. Зачем тут эти елки поставили? Ну, лучше в фотошопе бы поставили. Только здесь, смотри, как. Смотрите, какие фотографии тут будут делать. Какие? Как эти, вы стареете. Магазин. Карета, и мы держим. Ой, автобус. О, вот этот памятник я помню. У нас как-то даже Лукошников на нем фотографировался. Сейчас Да. думаю, А это оштрафовали. автовокзал. Настя, ты помнишь этот автовокзал? Я не помню. Я Да, только помню, помню. ты чё? Я не помню, я только Ой, как раз памятник этот помню. памятник был, и этот автовокзал разваливающийся уже. Да, нет, не помню. Памятник я помню. Паруса навстречу ветру. Это что у нас тут? Колумбы русские, презрев угрюмый рок меж льдами. Сегодня, 5 июля, Яринский краеведческий музей приглашает в программе проведение итогов фотоконкурса, мастер-классы по изготовлению брелков техники макраме, фотозона городской интерьер, музыкально-театрализованная программа «Мы за чаем не скучаем», самовара. Так, по времени мы куда успеваем? Вот, смотри лучше сюда, мы никуда уже не успеваем. Ярмарка в уездном городе, радиоконцерт. Во, мы пойдем на дискотеку. С 20 Мы до 23. успеваем награждение победителей. Сейчас без 5-2. Ага, это одно и то же, да? Или это другое? Не знаю. Вроде один. Разное. Это уже разное. другое. Да, другое. Конкурс по чтению вслух. Есть что прочитать? Ой, пошлите в конкурсе поучаствуем. Пошлите. Настя, мы тебя хотим в конкурс отправить. Ой, папа, обед скоро. Девочки, девочки, фотографий не хватает.
Что? Да, дождь начался и убрали туда просто. А здесь вот... Я говорю, фотографий не хватает. А, это кто там? Это ветер, что ли? А! Я думала, это ветер, это мальчик там поставил. Что-то не хватает картины. Где же она? А вот, портрет, оказывается. Взгляд. Ты не шевелись хотя бы секунды 3. Катя успела? Да. Чайку не хотите? Поздно пришла вообще. Там такая и столик красивый, и все было. Это самогоночка. Закулисье. Обманули, сказали, обманули, нету. Пришел, говорит, нету. Вот столик, который должен стоять вот с крылечками красивый. Но пошел дождь и все убрали. Скорее всего, там все-таки была картина. Вот она. Какашка дальше сейчас. Ну она совсем не подходит. Церковь. Он же краеведческий музей, но там все... Фотозона! Круче не придумаешь. Ну-ка, держи. Подножие. Настя! Настя, иди сядь. Только с бутылкой сидеть. Сообразить на двоих. 1745 год. Памятник градостроительства и архитектуры. Церковь Спасо-Преображенская. Ой, а тут, смотрите, какие-то плиты. Что это за плиты? Это не плиты. С черепом. Ничего себе. Не знаю даже откуда. Снимать можно вообще музей? Не знаю. Ой. Сухты, Сыктывкара. В общем, Республика Коми. Да. Местные. А так местные мы. Ну нет, ну сейчас-то там же вижу. Да. На колокольню. Надеюсь, никто не поправился, не застрянет. Я уже так это отвыкла от этих коридоров. Да. Трын-тын-тын-тын-тын. Слушай, как это, ну, хорошо, комплектация позволяет подниматься. Так, давай вперед иди, наверное, интереснее тебе, когда никого не будешь. Всегда было страшно и интересно, смотрите, что за этой дверью. А там он не опечатан. Так, давай чуть-чуть. Ой, господи. Мне так-то интересный контент. И вниз. Так, ну надо быстрее. Да, там же экскурсовод. О, господи. Ой, штаны. Все, мы все забыли. Все, ничего не успели. Еще выше. Так. Ой, поверьте. Молния. Ретранслятор. Сорокин. Так. Ой. Ну-ка, пуп земли где у нас тут? О, мы к вам бежим. Мы находимся на колокольне Спасо-Преображенского собора.
Вот, колокольня тоже была не сразу построена такой высоты. То есть сначала она была чуть пониже. Потом в определенный период времени ее настроили. Ну и, собственно, ну, наверное, самое интересное то, что видно с колокольни. Ну, видно здесь, да, во-первых, это городок. Вот его, вот он на повышенном носочке, кстати. Маленький отсюда. Ага. Да. То есть, ну, в простонародье, да, называют его городком, некогда Яринский городок. То есть, по одной из версий, некогда там располагался Яринск. Принесли сюда, связано это было с тем, что, получается, у нас Вычегда протекала вот здесь буквально, под берегом Яринского городка. И потихоньку у нас стало омывать крепостные стены городка. И было принято решение, чтобы не потерять ничего, было принято решение перенести Яринск на левый берег Нижнего. Собственно, здесь он находится. Еще до недавнего времени, да, в рамках, не знаю, определенного периода, да, здесь у нас шла дорога. Здесь у нас был соборный мост, и вот люди, которые приезжали в Яринск, они первое, что видели, они видели наш собор. То есть, да, сейчас у нас вроде как собор находится где-то в стороне. А это откуда приезжали по этой дороге? Ну, получается, С Котласа, ну, что с ли? той стороны, да. То есть потом, так как ее затопляло периодически, да, было принято решение построить дорогу в круг. То есть, и получается, этой дорогой перестали пользоваться, потом обрушился мост, потом его вообще убрали. То есть сейчас, да, ну если спуститься, посмотреть, там еще столбы от соборного моста остались, вот, ну уже, то есть по сути, ну потом Вычегда у нас отошла, да, русло поменяло в очередной раз, и теперь до Вычегда достаточно далеко. Вот, ну уже обратно смысла нет перенести Яринск, да. Вот. А сейчас что-то вообще находят вот, упа земли, что какие-то раскопки вообще кто-то ведет? Ну, не знаю, неофициально, может, кто-то ведет, а так вот официальных нет. Вообще, что с городком очень много всего связано, да, и всяких версий. Вот кто-то говорит, что это искусственная неровность, кто-то говорит, что это естественная. Уже рядом озеро, да, есть. Чертовка. У которой якобы нет это Дна. Или уже появилась? Ну, не знаю, не проверял. Вот, и да, вроде здесь пол, а тут и яма. То есть Как будто бы кто-то точно, да, кто-то вообще считает, что там гад, то есть какая-то там могила кого-то там, не знаю. В общем, единого мнения так и Да. нет. Ну, опять же, да, вот если посмотрим, то в принципе здесь такая местность, она равнинная. Да, и прям городок-то он выделяется. А зимой там сейчас катаются вообще? Думаю, что да, в принципе. На лыжах? Ну да. Ну, скажем так, не массово, но я думаю, Потому что у нас и школьные иногда уроки там проходили. Ну, у меня там уроков не проходило, но я все равно ходил туда в школьные годы. Вот интересно просто сейчас Да. сколько. Ну, почему бы и нет? Сейчас вот все в листве, особо ничего не видно, вот. А так и здесь видно, да, вот ДШИ, например. Где-то здесь Чего? искусство. Что видно? Школа искусств. Детская школа искусства, вот зеленая крыша. Вот здесь она, наверное, лучше видно. То есть у нас здесь Там окна поменяли, а это школа. Это дело в том, что в 60-х годах у нас на колокольне был установлен ретранслятор, так как собор являлся самым высоким зданием в Яринске. Антенна для того, чтобы передавать телевизионный сигнал. И вот, собственно, по этому столбу внутри идут провода телевизионные вниз, собственно, да, и дальше. Вот потом сейчас уже транслятор убрали, вот, ну а труба она осталась. Первый раз такое слышу. Да? Да. Это какие года? Убрали? Нет, сделали. Это где-то в 60-х годах. При нас, значит. Я думала, сейчас, недавно. Да, труба тоже интересная, это труба от буровой установки. То есть у нас здесь тоже в 60-х годах изыскания проводили, то есть искали нефть. Нефть не нашли, но нашли соленый источник, который вот как раз на буровой есть. Да, мы знаем Ну, его. Как раз, да. А он работает еще, да? Да, функционирует. Вот. Надо И, будет собственно, зайти вот, тоже. да, трубы остались, да, и там, не знаю, каким образом они вот сюда перетанули. Ну, вот эта труба как раз со скважины нефтяной. Они обычно там используются. Да, тоже интересно. Колокола. То есть два вот функционирующих колокола. Ну, да, если посмотрим, то, в принципе, видно, где раньше еще колокола висели. Слава Ярмарку!
ярмарке. Да, кто-то здесь оставил инициал. Строй, по-моему, что-то в этом духе. Это кто делал колокола? Нет, это те, кто посещал колокольню. Без экскурсовода, наверное. Самостоятельно. Детская школа искусств была в 1894 году. Климат субарктический в Яринске. Ой, ветер какой. Вот он, соборный мост. Вот об этом в старом городке, вот он холм, старый городок. Набережная улица. Часовня Георгиевская. Ох, какой ветрище. Теперь надо спуститься аккуратненько. А ты откуда знаешь, что мы да? А, все, мы спускаемся. Спускаемся. 2 раза в 1878 году и около 1890 года колокольня пострадала от удара молнии. Во втором случае она получила значительные повреждения и требовала возобновления с основания. Но уже в 1902 году сообщалось, что все пробоины в колокольне заделаны. Так что спускаемся, не переживаем. Мама говорит, мы уже полчаса вас ждем. Нас уже тут сфотографировали. А для нас кого-то 5 минут. Папа уже... Ты сфотографировать? Спускаемся. А, с лестницы? Ну, давайте. Не, здесь непонятно, надо снизу. Давай меня пусти. А тут вдвоем не пройти. Вот только да. Ну, если только присесть кому-нибудь. Нет, не здесь нас, да, вот Так интересно, что вот за этой дверью. Всегда было интересно. Хоть тепло. Да. Да, тепло. Вот, сильная. Дом культуры. Что тут предлагается? Завтра 18:00 народный праздник Купальница. Село Ирта. Завтра в Ирту надо ехать. Ярмарка. Вот он, концерт. До 11 будет. Михаил Наумов, Вадим Воронин, Евгения Подобец, Олеся Князева. Какое мы красивое дерево обнаружили. Вообще. Рукавчики белые, ты запачкаешь эти? Мы идем на дискотеку. Концерт. Еще до 11 еще раз прогуляюсь. С 8 до 11. Сколько там народу. В этот раз мне мама дала свою куртку. Днем папа, вечером мама. Я уже
Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Когда мне было 15 лет, Ночь, гуляли всю ночь до утра. отлично, теперь только вы. Ночь, гуляли всю ночь до утра. Отлично еще. Гуляли всю ночь до утра. Теперь побыстрее. Провели ночь, гуляли всю ночь до утра. Провели ночь, гуляли всю ночь до утра. Они спели мне песню о любви, они выдумали новый жанр попсовый мотив. И всю жизнь получать, что гонорар. А посмеется надежда, лучший друг.